Бог создал пчелу, и на минуточку нам бы людям взять с нее пример. Трудится малютка, Начинается лилипуточка, откачка человек с ней рядом товарного гуливер. меда, липового меда Но на лесной зато пчелки пасеке бесконечности урожая еще и с крыльям на спине. 2021 года. Там своей зеленой Пчелы вроде бы неплохо поработали на липе. Липа в этом году неплохо. Вот первый признак среднерусской пчелы. Вот они бородой висят. И это говорит, что пчела среднерусская. Среднерусская темная лесная пермской популяции. Это первый признак. Ну, неплохо поработали пчелы. На лесной пасеке собрали неплохой урожай, липовый мед. Пора наступила откачку товарного меда. Соты. Среднерусская пчела надловливая, поэтому надо иметь неплохо. Приехала бригада из Москвы, из Чебоксары внук. Тоже вот такие рамки. Неплохо они остроили вощины и залили липовым медом. Белая печатка. Отбираем чисто монофлерный липовый мед. Ох, как они не хотят нам отдавать. Килограммов 35 мы отобрали липового меда. Теперь идет распечатывание сотов. Вот распечатывающий стол, электронож Украина. И вот это ножик тоже неплохой. Хорошо распечатывает. Идет распечатывание сотов. Сухая печатка. Распечатываем соты. Переворачиваем на другую сторону. Качаем прямо на улице, потому что медогонка Грановского она большая. Диаметр. Какие? Питер производит нарахли. Ножик Украина. 12-вольтовый от аккумуляторной батареи. Ножик хорошо снимает он. Медогонка Грановского.
Зарядили медогонку Грановского. Это замечательная медогонка, она электрическая. В лесу мы пользуемся аккумуляторной батареей, преобразователь на 220. Сейчас Петр включит, и медогонка заработает. Там программы все заложено. Крутит сначала в одну сторону, потом автомат останавливает. Будет крутить в другую сторону. Кассеты ложатся. И крутит в лесных условиях. От аккумуляторной батареи можно генератором пользоваться, можно преобразователем. Спасибо господину Грановскому, что работает для развития пчеловодства Российской Федерации. До медогонки Грановского мы пользовались польской медогонкой Лысонь. Ну вот эта медогонка Грановского еще лучше понравилась. И теперь пользуемся медогонкой Грановского. Пчелы отработали на липе. Сейчас переезжаем на фацелевое поле в Ульяновскую область. Вроде бы все нормально. Едем в Ульяновскую область на фацелию. Почевка называется, подвозка медоносных пчел сильно выделяющим медоносом. В Ульяновской области отбираем фацелиевые. Рядом поле, фацелиевый мед, и подсолнечник рядом цветет. От того залитые медом, от того кругом мед течет. Некуда девать, лишний мед тоже он плохой мед. Посмотрите, что там творится. Все залито медом. Ни одной ячейки нету. Пустой. Дневные привесы не совсем большие были. До 6 килограммов доходило. Но сейчас вот следующую рамку будем изымать. Полностью залито медом там. Кругом течет. Отбирать. Ни одной ячейки пустой нету. Вот. Обратите внимание. Все залито медом. Надо было раньше отбирать. Но со временем туговато. Раньше времени. Все залито медом. Все залито медом там. Ай-ай. Ай-ай. Не могу. Не могу отбирать. Все залито медом. Руки устали. Вот мед. Течет. Прямо в поле. Ульяновское поле. Друзья выручают. Большие площади. Тут 500 гектаров подсолнечник. 300 гектаров фацелия была. Вот результат, пожалуйста. Вот гнездовые корпуса. Помню я этот улей. Аван написано. Полный корпус. Полностью все 12 рамок были запечатаны липовым медом. Тут в условиях Ульяновской области на фацелиевом поле опять этот корпус полностью запечатали. Вот корпус. Значит, этот улей в следующем году пойдет как племенное ядро. Из этого улья я буду прививать маток и вывожу не менее 200-300 маток породистых, хороших, продуктивных. Плем-ядро включается эта семья. Именно селекционным путем мы можем достичь больших показателей.
Господа пчеловоды, темная лесная среднерусская пчела капитально работает. Рекомендую, предлагаю, полностью запечатали вон. Хорошо поработали на липе, теперь очень замечательно даже поработали на фацелиевом поле. А дальше ждет еще подсолнечниковое поле до 1 сентября. Тут фронт работы для пчелы хватает. Вот, отбираем мед. На кочевке полностью залили медом. Фацелиевое поле рядом. Полностью залили. Прямо спина сегодня ломится. Не знаю, как все это откачать. Как все. Тут все в меду. Сами в меду, пчелу в меду. Вот тут забрусы вон. Мостики понастроили кругом. Залили медом. Фацелиевое поле 120 гектаров. 300 гектаров. Подсолнечник зацвел. И фацелия еще в разгаре цветения. Вот все рамки. Ай-ай! Отдирать невозможно. Полностью залили медом. Устал сегодня работать. Кругом мед течет. Под ногами мед. На машине мед. Тут на площадке, на платформе мед. На кочевой пасеке. Кочевка она такая. Ломится так заклеили. Все залили медом. Корпус магазина полностью залит медом. Я не думал, до такой степени они запечатают. Думаю, подожду маленько, чтоб зрелый мед был. А тут они вообще залили медом. Вот так. Темная лесная среднерусская порода пчелы. Работает замечательно. На липе они отработали. Теперь работают на фацелиевом поле. Кубик не идеет, покажи. Идет откачка на мобильной пасеке, как бы на кочевой пасеке. Где-то день здесь полнедели. Фацелиево подсолнечниковый мед на кочевой пасеке, монофлерные меда. Оператор, покажите, пожалуйста, фацелиевое поле, буквально 10 метров начинается фацелиевое поле. Сними, пожалуйста, хорошо фацелиевое поле. Вот тут начинается фацелиевое поле. Огромное просто. Как раз целый кубик уже наполнился, пока я до поля сходил. Уважаемые пчеловоды, отбираем подсолнечниковый мед в Ульяновской области. Подсолнечниковый мед. Последняя откачка. Привезли в Ульяновскую область. Вот так пчела поработала на подсолнечнике. Откачали фацелиевый мед, фацелиево-подсолнечниковый мед. Теперь откачиваем чисто подсолнечниковый мед. Когда вторую качку делали, это уже третья качка получается. Тогда вот это поле цвело. Оператор, покажите, пожалуйста, поле. Сейчас это поле убрали, уже фацелий нет.
Уважаемые пчеловоды, пчела, очень много пчелы полегли в этих полях. Мед легко не дается пчеле тоже. Много пчелы полегло. Они приехали 2 корпуса и магазин. Сейчас вот 3-ю качку. Вообще за лето сделали 4 качки. 1 качка у себя. В селе получается. Тут вот 3-я качка. Много пчелы полегло. Очень много пчелы полегло. Вот. Это карпатская пчела. А на платформе, оператор, покажи-ка платформу. На платформе среднерусская пчела. Это мы привезли для того, чтобы теперь сюда. Это мы привезли для того, чтобы сделать анализ. На одном и том же поле 2 породы пчелы. Чтобы потом я мог проанализировать, как работала карпатская пчела